Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. Организатору преступной группы, сбывавшей наркотики в Мирнинском районе, назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу исполнителя преступной организованной группы. В июле 2017 года 43-летний житель села Чернышевский намеревался реализовать партию наркотического средства масла каннабиса весом 105 граммов. Часть наркотического средства удалось сбыть жителям города Мирного. Однако довести умысел до конца не получилось, поскольку преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В Сунтарском районе осудили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов. Подсудимый, управляя в апреле этого года в состоянии алкогольного опьянения автомобилем марки Toyota Allion, превысил скорость и наехал на двух человек. От полученных телесных повреждений один из потерпевших скончался на месте происшествия. Через короткий промежуток времени второй скончался в реанимационном отделении Сунтарской центральной районной больницы. После совершения ДТП водитель скрылся с места преступления. Мужчину приговорили к 5 годам колонии поселения с лишением права управлять транспортным средством на 3 года. Водолазы региональной службы спасения приступили к поиску пропавших без вести двух мужчин рядом с городом Томмот Алданского района Якутии. По предварительной информации, мужчины пропали в результате несчастного случая на воде. Обстоятельства происшествия выясняются. Заречным межрайонным следственным отделом следкома Якутии проводится проверка гибели двух мужчин во время рыбалки на реке Амгам. 2 октября 2018 года трое мужчин на моторной лодке «Прогресс-2М» выехали на рыбалку в сторону села Покровка Амгинского района. Мужчина, который управлял движением лодки, не справился с управлением и упал в воду. Пытаясь спасти товарища, за ним нырнул второй мужчина, однако оба не смогли выплыть. Благодаря поискам нашли тело 38-летнего погибшего. Тело второго мужчины 33 лет до сих пор не найдено. Поиски продолжаются. В Якутске арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании. 1 октября 2018 года около 23 часов девушка возвращалась домой от подруги. Подозреваемый напал на нее возле дома номер 50 по улице Дзержинского. В момент нападения девушка разговаривала по телефону с подругой и успела сообщить ей о преступлении. Подруга потерпевшей обратилась в полицию. Подозреваемый был задержан в течение 20 минут после совершения преступления. Злоумышленник также похитил у жертвы сумку с личными вещами. 4 октября произошло убийство из ружья в селе Абага Амгинского района Якутии. Стрелок сбежал с места преступления, его ищут. Подняты все службы. В селе сейчас работают Амгинский ОВД, Следственный комитет, рассказал глава села Абага Макар Тимофеев. В поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района произошел очередной поджог. В этот раз горел не до конца расселенный дом, где проживали 4 семьи. Перед пожаром рядом с домом видели подозрительного человека. Репортаж наших корреспондентов. Еще не расселенный деревянный дом загорелся вчера вечером после 10 часов. Жертв было бы не избежать, если бы не бдительный сосед. Заметив огонь в соседнем расселенном подъезде, мужчина позвонил в пожарную службу и начал выводить ничего не подозревающих жителей. Постучался сосед вот с этого дома. Стучится к соседям сначала таким бешеным стуком, потом ко мне. Мы в среднем подъезде жили. Соседи, вы горите. Выбежала сначала, в чем была, смотрю, горит в последнем подъезде, где никто не жил, и были заколоченные двери. Это квартира уже дым, ну все, не дым, а огонь уже. Оказалось, что супруга спасителя увидела за 10 минут до возгорания странное свечение в одной из квартир, где давно никто не живет. После 9 вечера, сначала там фонарик был, свет фонаря. Ну, мужу сказал, что опять там ходит кто-то, вот в этом подъезде, вот третьем. Ну, мы потом чай пошли пить. Через 10 минут обратно вернулись. Муж говорит, что-то там типа, ну, через окно видно, что как будто там пламя, ну, типа такое небольшое пламя. Сейчас администрация решает вопрос расселения пострадавших. Маневренный фонд есть, но в деревянных домах. В каменных уже не осталось. У нас только деревяшки свободны. Хорошо, что сейчас действует программа переселения. В течение 2 месяцев мы ее должны завершить, если все будет благоприятно складываться. И количество жилых помещений, которые мы собираемся выкупить, мы найдем. Пожары в поселке случаются чуть ли не каждый день. Руководство поселка уже потеряло покой, а жители деревянных домов перестали спать по ночам, опасаясь, что очередной целью поджигателя станет их дом. Тоже опасаетесь? Ну, конечно. Как пожары начались, чуть ли не каждую неделю пожары. Конечно, переживаешь, не спишь ночами. В Серебряном Бору осталось более 60 деревянных домов, которые подлежат сносу. Но в бюджете денег на это уже не остается. Тем временем и в администрации поселка, и в МЧС уверены, что во всех случаях действовали поджигатели.
Расселенные и отключенные от всех коммуникаций дома сами по себе не могут гореть. Правоохранительные органы же воздерживаются от комментариев по неизвестным нам причинам. Мы будем следить за развитием событий. Сергей Козюров, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Мехико прошла масштабная акция, приуроченная к 50-й годовщине резни в Тлателолько, жестокого разгона студенческой демонстрации в 1968 году. Тогда погибли по меньшей мере 30 человек. Подробности в репортаже наших коллег. Тысячи людей вышли во вторник на улицы Мехико, чтобы почтить память жертв резни в Тлателолько, разгона студенческой демонстрации, состоявшейся 2 октября 1968 года. 50 лет назад, за несколько дней до Олимпийских игр, которые должны были пройти в мексиканской столице, на площади 3 культур собрались порядка 10 тысяч человек. Они требовали демократических реформ. Власти отреагировали крайне жестко, на подавление бросили вооруженные силы. До сих пор точно неизвестно, сколько людей тогда погибло. Официальная версия – 30-40 жертв, однако некоторые говорят о тысячах. Большинство историков сходятся на цифре в 200-300 погибших. Выжившие же вспоминают ужас, который испытали той ночью. Там была армия, и снайперы сидели на крышах. Не удалось убежать, но я видел, как людей затаптывали. Женщин, детей, которые пытались спастись от огня армии и снайперов. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что подобного не повторится. Мы обещаем, что правительство никогда не будет применять силу, чтобы разрешить конфликты, разногласия, подавить социальные протесты. Мы даем клятву не использовать силу, не преследовать людей. В целом, памятные акции прошли мирно, однако некоторые активисты разгромили несколько магазинов в центре города. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.